Не болды? Операцияға түстің бе не? Тыныштық па? Аузым берік қой. Қабыл болсын. Жаңғыр биыл бірінші рет ауыз бекітті. Алла қабыл етсін. Жарадым. Тыныштық па? Мә көз кетіп барады қырыл. Не болды? Көзім қара өтіп кетті. Кел. Аузымды ашып жіберейін бе? Жәке, кел. Отыр. Қабыл болсын, жарадың жәке биыл сен. Сенің жалақың неше? 60 мың? Олай айтуға болмайды, ят болады. Қазақстанның атына сөйлеп тұрғаннан кейін көбейтіп айту керек. 500 мың деп айт. Вот. Кімнің? Сенің айлығың неше десе 500 мың деп айт. Менің айлығым 500 мың ба? Иә. Ойбай, мына біздің қатын естімесін, құлайды ғой мына несі. Ой, біздің қатын судырып ұстады мына несі. Айта берсей 500 мың деп айта берсей. Не деп айта берсей? Министрлер айтып отыр ғой, орташа айлық Қазақстанда 500 мың деп отыр. Айта берсен де. Нең кетті? 500 мың деп айт. Өтірік айта бер. Кім біліп бара жатыр? Айта бер. Қой құрсын, мен өтірік айта алмаймын құрсын. Бақош, айлығың қанша дейді 500 мың деп жауап беруің керек. Сұхбатта сөйтіп айтасың. Сен айлығың 500 мың десең, мен сен мына демалысқа шықпаған неше уақыт болды? 1 жыл 9 ай. Вот. Бір айға отпускаға жіберем сені. Жіберем ба? Жіберем. Өтірік айта берем. Өтірік айта бер, кім біліп бар. Это же вчера ремонт хотела, да. Давайте это после оставим. У нас сейчас дома все рот закрытый. Нет, не закрытый вот этот. Ой, бойкот, голодовка дейсіз. У нас голодовка, бойкот идет. Не митинг, вы что, просто это же... Есть же у нас, мы 5 утра кушаем, потом... А вы знаете, да, Ураза? Ну вот я же от Ураза вот это... Все, спасибо, Кабыл болсын. Давайте. Ой, кімге не түсіндіре алмайсыз? Ой, ана кеше ремонт жасайтын бригада ғой. Бәрі орыстар екен, соларға давай Оразадан кейін істейміз. Қазір аузымыз берік деп соны айта алмай айтсам, олар Оразаны біледі екен, өзің ойлашы. Ой, соған да таңғаласыз ба? Оразан бүкіл әлем біледі ғой қазір. Сан ғажабайсың, сан қиын. Я не знаю, кто ты, сколько тебе лет, кем ты работаешь и какого ты пола. Это вообще не важно. Но я знаю одно. У тебя есть мечта. У каждого из нас глубоко внутри есть мечта. Ты просто прячешь эту мечту от мира. Ты слушаешь людей, которые говорят тебе: будь реалистом, это невозможно, у тебя это не получится. И ты закрываешься. И вроде бы все нормально. Но нет. В глубине души ты знаешь, что ты не живешь своей жизнью. Твоя жизнь – это рутина. Я знаю, твоя жизнь – это рутина. И в этой жизни полно. Ты должен, ты должна, надо. Кому надо? Кому должен? Надо им или тебе? Знаешь, как называется самое богатое место в мире? Спорим, не знаешь. Это не Америка, это не Дубай. Это кладбище. Потому что на кладбище похоронены мечты всех людей мира. Потому что на кладбище похоронены проекты, о которых ты никогда не узнаешь. Похоронены там стартапы, о которых ты никогда не узнаешь. Похоронены песни, которые ты никогда не услышишь. Похоронены книги, которые ты никогда не прочтешь. На кладбище полно людей, которые не смогли реализовать себя, потому что они боялись рискнуть, потому что им было страшно. Так же страшно им было, как и тебе сейчас. Но знаешь что? Ты не на кладбище. Пока. Мы живем один раз в жизни. Один единственный раз. И что ты делаешь? Ты просираешь свою жизнь. Каждая прошедшая секунда, каждая прошедшая минута, каждый прошедший день ты не сможешь вернуть. Каждый прошедший день приближает тебя куда? К кладбищу. Прошла 1 неделя, да? И ты стал ближе к смерти. Мы все приближаемся к смерти. И что ты делаешь? Ты просираешь свою жизнь. Еще раз, в жизни нет кнопки перемотать назад. В жизни нет кнопки пауза. Жизнь идет только вперед, только вперед. И ты приближаешься только к смерти. Просто осознай это. И ты продолжаешь жить жизнью других, не своей жизнью. Поэтому
Цени каждый миг. Живи на полную. Живи жизнью своей мечты. В этой жизни все возможно. Посмотри на меня, я это доказал. В этой жизни все возможно. У американской писательницы Хелен Келлер, которая родилась слепой и глухой. Представляете? Однажды спросили, что может быть хуже, чем родиться слепой и глухой? И знаете, что она ответила? Она ответила, было бы намного хуже родиться со способностью видеть, не имея собственного видения. Было бы намного хуже родиться со способностью слышать и не слышать себя. Так что слушайте себя. Начинайте вспоминать свои мечты и действовать, чтобы в старости не вспоминать оправдания и не сожалеть об этом. Так что вспоминай, я к тебе обращаюсь, вспоминай, кем ты хотел стать. Живи жизнью своей мечты, потому что люди на самом деле умирают не в старости. Люди умирают в 25 лет. Так что следуй за мечтой. Не иди по протоптанному пути за толпой, где куча следов. Иди туда, где пути нет, чтобы оставить свой след в истории. Еще раз, у тебя одна жизнь, не просри ее.